Забытые сражения и неизвестные герои. Так называется выставка, открывшаяся в Чувашском художественном музее. Помимо значимых событий в летописи Великой Отечественной войны, битв за Москву и Сталинград, обороны Севастополя и блокада Ленинграда, были и бои местного значения. Экспозиция призвана напомнить о некоторых из них, а также о безымянных героях, прошедших по фронтовым дорогам. Переправа через Маныч. Сегодня мало кто помнит о таких страницах в истории Великой Отечественной войны. В этот день, 18 января 1943 года, наши войска переправились через реку по плечи в холодной воде и освободили в течение одного дня несколько станиц. Это и другие малоизвестные события запечатлел художник красноармейской газеты «За Родину», наш земляк из Ядринского района Василий Макаров. В составе 302-й стрелковой Тарнопольской краснознаменной дивизии он прошел путь от Сталинграда через Украину, Польшу до столицы Чехии. Создал собственную летопись страшной войны. Она нашла воплощение в сотнях рисунков, набросков и гравюр, которые хранятся в Чувашском художественном музее. Впервые рисунки Василия Макаровича были представлены на выставке «20-летия Великой Победы» в 1965 году. Тогда экспонировалось всего 33 листа. Впоследствии на персональных выставках Василия Макарова показывали и фронтовые рисунки в том числе. Однако формат подачи материала, в общем-то, он сейчас уникален и для нашего музея, и для нашей республики в том числе. Благодаря Василию Макаровичу и надписям на его рисунках смогли установить имена героев, служивших вместе с ним. Василий Макаров часто рисовал портреты своих однополчан. С небольших пожелтевших листов смотрит те, с кем он делил тяготы войны. Впервые за все годы можно не только увидеть портреты героев, но и узнать о том, через что им пришлось пройти на пути к победе. На зарисовках запечатлены освобожденные города и села, их жители, лишившиеся крова, окопы переднего края. Наряду с этим представлены обычные армейские будни с письмами из дома, походными кухнями, короткими минутами отдыха в перерывах между боями. Особое место в экспозиции отведено героическим страницам из истории 302-й стрелковой дивизии. Благодаря надписям на рисунках Василия Макаровича удалось узнать о тех незнаменитых сражениях, в которых принимала участие 302-я стрелковая дивизия, такие как бои у Котельникова под Сталинградом, переправа через Маныч, у села Ходачков-Вельки или города Лиапшуц, у села Лисик, где отличились многие из наших героев, и в том числе о таком забытом сражении, как штурм города Тарнополь, который Гитлер назвал воротами в Рейх, а сами немцы битву за Тарнополь называли Малым Сталинградом. Кстати, штурму Тарнополя посвящено одно из немногих живописных произведений Василия Макарова. Благодаря его работам отчетливо прослеживается тот нелегкий путь, который прошли бойцы дивизии. Посетители выставки смогут увидеть грозное лихолетие глазами фронтового художника, который дал нам такую возможность. Лидия Галактионова, Юрий Стифанов, Вести Чувашия.